الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала всемогущему Аллаху. Клянусь Аллахом, Ему мы поклоняемся, у Него мы просим помощи. Сегодняшний день азербайджанцы много поднимают свои грязные мысли, разговоры против моего адреса. Я должен ответить всем шейтанам, всем джинам, которые в лице Азербайджанской республики, который двигается против лезгинского народа. Клянусь Аллахом, Аллах даст того дня нам, лезгинам, и гнев лезгинского народа обрушится на Азербайджан рано или поздно. Почему это я говорю? Потому что все ваши грехи на адрес нашего народа, сделанные, совершенные, и обратно обрушатся на ваши головы. Вы привыкли чуть чего. Вот Россия ваши враги. Вы запрет национальные интересы лезгинского народа, которые Азербайджанской республики, полностью это доказано. Ваши грехи против лезгинского народа. Вы людей расстреливали в тюрьмах лезгин за то, что они газет кому-то где-то в Кусарском районе раздавал, где-то там на митинге участвовал, когда Пиралский событий был. Во всех делах вы просто-напросто лезгинский народ уничтожаете ложными клеветой, обманом. Поэтому это я все видел. Поэтому сегодня это не я говорю, это мой гнев, который во мне, это гнев моего Аллаха говорит с вами. Азербайджан это такой грязный республика, я его не знаю уже, как называть, чертовской, дьявольский. Не обманешь, не проживешь. Вот ваш образ жизни. Это одно качество. А у вас уже миллионы качеств есть. Второе качество Азербайджан это есть грязный Содом Гоморра. Вот представляешь, ангел приходит к пророку Луту, говорит, назад не смотри. Уходи из этого города. Представляешь, какой гнев обрушится? Вот такой гнев вы должен Аллаха сегодня получить за то, что у вас, вы так называете черти, которые мужики одевают фото выходят замуж. Подлецы, вы не можете решить вопрос мужской, женский в этом грязном республике. И вы говорите, я в чем-то не прав. Тьфу на вас, проклятые шейтаны. Позорище. И какое воспитание вы сможете давать для Кавказа, для кавказских народов, когда у вас идет однополые браки? В чем я не прав? В чем я не прав? Вот эти слова, которые я говорю, это у вас официально на высшем уровне, на правительственном уровне друг на однополые браки женятся друг на друга. Везде ваши грязные видео. Везде ваши грязные выходки. Поэтому, говорят вы, нас Россия. Россия это лучше, чем Азербайджан. Азербайджан это заразная территория. Вы говорите, вы не ущемляете лезгин наши братья. А почему, если они братья, лезгины ваши, они страдают от ваших рук, вы их расстреливаете в тюрьмы, сажаете по жизни, убиваете их под клеветой, чуть чего на всех лезгин вы сваливаете, да, они агенты армяне, короче. Понимаешь, вы твари, конченые твари, подлецы. Ваши проклятые выходки, не то, что задевает честь, совесть лезгинского народа, даже российского народа вы честь, совесть задеваете, подлецы. Вы
помогаете Европу, вы помогаете НАТО, вы помогаете американцам убивать российских, кавказских народ в Украине. Сколько убитые наши дагестанцы, чеченцы, всех народностей в Украине. Вы в этих делах помогаете этим гитлеровским, как их сказать вам, нацистским движениям в Украине. А потом говорит президент Путину, вот во время Советского Союза Гитлер хотел торт, Баку как торт сделал, кусок жирный кушать. И азербайджанский народ помогал Советскому Союзу. Конечно, азербайджанский народ гнилой, правительство будет помогать. Почему? Потому что они все евреи были. Там ни одного азербайджанца министра не было в этом республике никогда, кроме Аяз Муталибова. И то его выгнали оттуда. А вы говорите, вы не ущемляете права лезгинского народа, лезгины наши брат. Лезгины для вас брат тогда, когда их вы торпеду делаете, убиваете, защищая свою шкуру, подлые шкуры ваши, ваша республика, грязную. Вы их торпеду делаете, чтобы это Содом Гоморру защищать, а не честь народа Азербайджана. Бессовестные. Кто на мой адрес что говорит, они все проклятые бесы, дьяволы, конченые, самые отвратительные существа в этом республике, кто поддерживает наркотики, однополые браки, разврат в Азербайджане. Еще против России лаете. Россия не подписывала однополые браки, как в Азербайджане подписали это. От вас все можно ожидать. И вы говорите, столько лет вы с лица Российской Федерации деньги качаете, кормите от матерей, детей, жен, всех подряд. И вы еще не благодарны, лаете против России. Россия, ваши враги, Кавказ зашел. Под Россией хотя бы все народы нормально живет, но у вас одни мутильщики там собрались за разные системы, структуры, у вас все. Украине вы мутите против России. В этой Грузии вы всегда мутили, Саакашвили настраивал против. Сегодня вы Пашиняна настраиваете против России, чтобы мутить всех, стравливать. Также вы страны СНГ всех против России настраивают от зависти. За то, что у России большой территории, у них богатство, пшеница, все растет. А что вы хотите нас, миллионный народ, торпеду делать против России? Вы же этого хотите. Мы не подамся. Наш народ лезгини не будет служить азербайджанским грязным правительству. Хватит, вы чеченский народ использовал, торпеду сделал. И что сделал потом, когда Чечню взяли? Специально, чтобы отношения делать с Россией, вы их ловили, этих чеченцев, обратно сдали, вы опять сделали, чтобы мы с Россией хорошие отношения. Вы твари, подлецы, предатели. Вы на Кавказе, за Кавказ, вы не должны существовать вообще, это Азербайджан. Азар это государство, Азербайджан. Еще лайте на мой адрес, бессовестные. Я разве не прав перед Аллахом? Я говорю, у вас есть однополые браки, вы там замуж отдаете этих тварей однополые браки и все бессовестные. Куда смотрят, если вы верующие мусульмане, мы мусульмане, я провокатор, бессовестный, чем жить так, как уграш, как мужик, короче, и умри достойно. Подлец, ты что против меня говоришь, подлец? Ты не видишь, в каком положении твоя республика? Бессовестные.
Я как будто не сидел в Азербайджане в тюрьмах, не изучал, что происходит там. Весь ваш преступный мир, начиная от президента, самого главного преступника, я все знаю, что происходит на территории Азербайджана. Только заразные всегда выдумает, из муха слон делает. Вот такие фальшивые документы вы сочинили против меня, бессовестная республика. Как будто я в 2015 году готовили боевики Дербенте. Армяне меня типа платили, поддерживали. Вот такие черти вы говорите всякие чушь. 2015 и скольких лезгинов вы сейчас в тюрьмах держите, твари поганые. Скольких лезгинов вы там сейчас издеваетесь, их называя агентами, а я их готовил. А в 2015 году я где был? В Харпе, тюрьме, твари поганые. Что вы сочиняете там, скольких людей незаконно в тюрьмах держите, наши братья, бессовестные. Дай Аллах, чтобы лезгинский гнев лезгинского народа, чтобы обрушились на вас, чтобы камень на камень в Азербайджане не осталось. С лица земли, чтобы уничтожен был этот город дьявольский. Вот вы этого же ждете скоро. Бессовестные. Сколько лет вы издеваетесь над лезгинами? Сколько лет вы их убиваете, расстреливаете, незаконно сажаете в тюрьмы, короче. Грабите этот народ, вы бессовестные. И еще мы братья. Будь вы прокляты, бессовестные. Вы хотя бы смотрите, что сделал Надир Шахом, Шах Аббасом, Джуней Шахом, со всеми вашими сельджуками, османами, со всеми веками. Вы хотя бы эту... Смотри историю, что сделал лезгины веками над вашими правителями, чертями, которые заходили на Кавказ. Вы этого ожидаете сегодня опять. Бессовестные. Неужели вы не боитесь, завтра не успеешь даже убежать оттуда из Азербайджана, как гнев обрушится на вас, лезгинского народа? Потому что за лезгином Аллах стоит, а за вами дьявол стоит, проклятие. За лезгином ангелы моего Господа будет стоять рядами и будет уничтожать вас с лица земли, бессовестные, грязные республики. Вы же помогаете Украину открыто. И тут, говорит, Россия подхалимничает, твари поганые. Будь вы проклят, проклятие Азербайджанская республика. Скольким семьям вы горы принесли в Азербайджане. И это только я лезгинский народ говорю, а еще многие народы там страдают в этих тюрьмах. Не имеет значения, по какой национальности он. Вы меня не учите. В этих тюрьмах, 18 тюрьм в Азербайджане, нет виновных. Там Алиев и их банда, все. Все незаконно там сидят в тюрьмах, страдает народ. Вам ясно сказано, Аллах, сперва воспитай народ свой, а потом требуй у них. У вас нет, вы сами не воспитаны. Как вы можете судить этот народ? Неблагодарные. Еще Алиев в свое время весь Азербайджан в тюрьмах сидят, их называли мусор, короче. Мусор. Поэтому знай, я борюсь за справедливость. Справедливость. Столько лет мы терпим с того дня, как создали это Азербайджанская республика, дьявольский. Это сталинский микроб на Кавказе, за Кавказе. С того дня мы терпим, наш народ терпит это все. Мы вас выгоним. Вы не будете жить. Если Россия не мешала бы нам, мы вас давно оттуда выгнали бы. Вам повезло, что вы, ваши грязные ходы,
Ваши грязные деяния, которые вы подхалимничаете перед правительством России, вас это спасает. Но рано-поздно вы получите гнев нашего народа, именно лезгинского народа. Только в одном территории Азербайджана минимум 3 миллиона лезгины, которые вы ассимилировали. Поэтому мы за вас будем за вас будем спрос делать, бессовестные. Вы всякие чушь пишете там на мой адрес, проклятие. Пусть Аллах уничтожит ваши грязные мысли с вашими грязными языками. Вы действительно мутите везде. Вам устраивает война в Донбассе, война России, Украине. Вам нравится в Кавказе бесчинство, поэтому вы это сеете все. Заразная республика. С 90-х годов я за каждым шагом Гайдара Алиева наблюдал, что он где говорит даже Нахчеване, где он Генже, кому в дом заходил, везде я информацию собирал. Он самый тупой правитель был в этом республике, который не видел честь, совесть своего народа. Он предатель, предал весь азербайджанский народ, обманул, бросил под ног Америки, под ног НАТО, под ног других стран. А теперь вы говорите Россия, Россия. Вы, блин, с лица земли Российской Федерации вы кушаете, блин, все рынки Министерства национальной безопасности Азербайджана, находясь в Азербайджане, контролирует все рынки в России. Вы грабите Россию, короче. И всех рынков вы собираете деньги, грабите. Эти деньги вы отправляете в Украину убивать, опять же, этих наших кавказцев, коренных народов, русских народ. Вот ваши неблагодарность, проклятие. А вы говорите, Азербайджан, мы братья, лезгины наши братья, бессовестные. Пусть Аллах от нас подальше сделает ваши заразные мысли, ваши заразные грязные языки. Вы никогда не сможете нашим братьям быть, мусульмане. Блин, ты сперва, прежде чем назвать себя мусульманином, смотри свою азербайджанскую конституцию, которую подписали однополые браки мусульмане. Завтра на тебя будет жениться, эй, мусульманин, чертовской мусульманин ты, дьявольский. Если ты был бы мусульманин, не подписал бы этот закон, там, однополые браки. Какая разница? Азербайджан для кармана Ильхам Алиева, чтобы грабить, нефть продавать, кайфовать, короче. Не для вас существует Азербайджан. В чем-то я не прав, говорю. Не надо без оскорблений выходить в связь. Вы там лаете мне, короче, всякие ваши грязные слова, и вы обратно от меня получаете, бессовестные. Если вы был бы нормальной республикой, вы не выгнал бы Аяз Муталибова. Он в Москве скрывался от вас. Также, что вы сделал Талыш Аликрам Гумбетову, Сурет Гусейновым, Вадовым, со всеми людьми, которые делали. Всех сажали, уничтожили, все, взяли весь правительственные круги в руках этих евреев. А Азербайджан как третий, четвертый сорт народ там, чтобы... Я их вижу, блин, на рынках, их на фудсите, как их бьют в кабинетах, блин, за то, что за какой-то алчи, короче, за какой-то черешни их бьют, за какие-то цветы там долбить их, этих азербайджанцев, как черные рабсы. Вы говорите, мы, что мы, вы?
Я вас под шконку там в тюрьмах наказывал. И еще вы говорите, вы не умеете размышлять хотя бы. Не обманешь, не проживешь. Вот сочинили вы сейчас в 2015 году, типа я готовил весь лезгинский террористов, короче. Как я готовил? Я находился в тюрьме. ФК и К-18, подлецы твари. Как я мог готовить? Вы же там людей осудили, посадили в тюрьмы, наших лезгинов. Как я их мог готовить, если я находился в тюрьме, твари поганые? Вы же свидетельствуете вашими грязными бумажками. Суд подтвердил, типа я готовил. Госбезопасность дьявольский, чертовской, азербайджанский подтвердил, что я готовил. Армяне финансируют. Как они могут финансировать, твари поганые? Я находился в тюрьме. Прокуратура российских проверили. Все чисто, видят, что вы лжете, там твари поганые. А скольких людей вы сейчас держите в тюрьмах незаконно? Осудили. Бессовестные. Тьфу на вас, проклятие. Я не знаю, у меня весь гнев на вас настроен. Как бы вы ни говорили, я должен порядок наводить в Азербайджане. И наведу я там порядок рано или поздно. Гейский, заразная республика. Эта зараза не должен жить рядом с нами, на наших землях, в нашем огороде Лезгистана. У нас будет граница с Ираном, не будет границ с Азербайджаном. Бессовестные. И постоянно пишете всякие необдуманные украинцы наши братья, кавказцы наши братья, лезгины наши братья, а потом яму копают всем, короче. Друг с другу стравливайте, бессовестные. Вы же помогаете оружие давать, Украину убивать наших дагестанцев, чеченцев. И скольких матерей сейчас на Кавказе от ваших грязных выходки страдают. Их дети осталось, жены осталось. Бессовестные. Вот ваша политика, повернутая против всех кавказских народов. Коренные народы Кавказа уже обязаны этого видеть. Обязаны говорить вам прямо на лицо, тьфу делать на вас. Чуть чего вы мне говорите, мы мусульмане. Я не вижу в Азербайджане, на земле Азербайджан, заразном республике какой-то мусульмане, я не вижу. У меня не входит в голову, что там есть мусульмане, когда конституция чертовской, там, дьявольский. Ни обычаи, ни традиций у вас нету, который осталось от ваших предков. Потому что ваше началось с 1936 года. Вас именовали, именно вы будете сегодня азербайджанцем. Вы все сказали, да, есть товарищ Сталин. Вы с одного дня поменяли весь родственные связи, предали своих родственных связей до 7 отцов, и с того дня вы стали Азербайджан. Все азербайджанцы. Вот предатели. Я не знаю даже, как на вас смотреть. Я не вижу честь, чтобы вы были талыши, там до 7 отцов, вы были лезгины, до 7 отцов, предки, вы были турки, до 7 отцов, или там курды, вы все стали сразу азербайджанцы. Понимаешь, такой же не бывает. У вас должен родственные связи, которые Аллах дал. У вас должен духовные лидеры родственных связей. Одного Пашазаде поставили куклу, короче, обманывает весь Кавказ, короче, шейхуль Ислам Кавказа. Какой он шейхуль Ислам Кавказа? Он никто. Стукач, бухарский стукач. Он стучал всех, кто с ним учился. Даже кто пукнул, он сразу докладывал. Это такое время так делал.
А сегодня он гайдаровский этот, короче, первый стукач шейху ислам стал на весь Кавказ, бессовестно. Хотя бы это тупые там кавказские муфтияты хотя бы не соображают. Неужели все бежит туда, к этому, зарабатывать деньги? Каждый, кто будет вмешиваться в лезгинские дела лезгинского народа, он получит удар от нас. Ни один муфтият в России не имеет права вмешиваться в внутренние дела лезгинского народа, пока я имам этого народа. Я видел, как вы отказались от лезгин, которые проживают на территории Азербайджана, чтобы защитить честь, совесть этого народа. Я и духовное управление Дагестана говорил, там все лезгины, суннитские течения, поддержи. И что сказали, это азербайджанские территории. Тогда пошли они к черту, не вмешиваясь в наши дела, если это азербайджанские территории. Это наша земля, Лезгистан. Это наш огород. Хотя бы 1160 год там мечеть, Лезги мечеть есть. В это время там ни китайцы, ни японцы, ни монголы, никто не был в этой территории. Ни Персии, а именно Баку показано Лезги мечеть. Они только в 13 веке, это монголы появились на нашей земле. И то не смог покорить Дербент. Уничтожили их столько там, трупы, и обратно ушли эти монголы в Украину, Россию. А сейчас, сегодня вы хотите там обманом присвоить земли Лезгистана, у вас это не получится никогда, бессовестные. Уважаемые братья и сестры, я говорю во имя Аллаха справедливо. Я вижу, мы сегодняшний день прав на нашем земле, мы коренные народы. Когда мы были, наши предки приходили, это азербайджанцы, никто там не был. Они явно хотят из себя кем-то выстроить, и то они хотят из себя сделать кавказские албанцы, и то там скоро они и лезгины будут все. Резко станет, они все в паспортах напишут лезгины, лишь бы, чтобы перейти на сторону лезгин. Понимаешь, им разницы нет, какую маску одеть на свою рожу, короче. Вот такое правительство заразный создал Сталин, это проблема. Они пошли против наших отцов, матерей, убивали весь лезгинский народ за то, что лезгины подняли против Ататурка восстание и против Советского Союза. А сегодня они говорят, Россия виноват. Причем Россия здесь виноват? Если ты там кушаешь бессовестный, на этих рынках ты зарабатываешь, кормишь своих детей. Хотя бы спасибо скажи, Россия хоть рядом пошел, заработал, детей, матерей всех кормил. А вы еще лезгины говорят, мы братья, а русские это враги ваши. Русских надо из Кавказа вытащить. Вот ваши грязные политиков на Кавказе. Вы говорите, мы в НАТО не войдем. Азербайджан в НАТО не пойдет, говорят. А зачем вам НАТО, когда турки, это есть НАТО? Это дебили. НАТО, член НАТО как работает? Эти с Кавказа хочет мутить, а другие с Украины, третий с Казахстана. Все члены натовского режима. Весь ЦРУ, весь натовский агент сидят в Баку. Уже давно, с того времени, когда я сидел еще в тюрьмах, приходили ко мне тюрьмы Азербайджане. Лично ЦРУ заходили ко мне, камера, я общались с ними. Под Красный Крест они заходили везде, короче. Что, я не знаю ваши планы бессовестные. Вы над Ираном работаете, над Россией работаете. Как разрушить эту Россию. Как кавказский народ использует против России. Вы хотите нас друг на друга стравливать, чтобы мы погибли, уничтожены были, а потом наши земли, чтобы под вами делать. Это у вас не получится, заразные.
Вы есть нечисть на Кавказе и за Кавказе. Вот ваша республика. Нормальные люди были бы, вы там глаза женщин, пожилых женщинам даже не дал слова говорить, сразу газ брызгает в глаза и радуется, ха-ха ловит, там сотрудники дьявольские, черти. Это доказывает, что в Азербайджане нет уважения к матери, нет уважения к старшим, младшим. Вот выходки ваши бессовестные республики. Потому что ваши грехи, это ваши, скоро вы получите это. Дай Аллах, мы не забываем, кого вы убили. Давай нефть, давай оружие Украину. Кавказе, все Донбассы, Кавказе, все народы не должен забывать, как Азербайджан помогает уничтожать наших кавказских народ, наших россиян. Поэтому ваши грехи величиной до неба поднялся. Но вот вы скоро получите гнев моего Аллаха, и тогда мы будем с вами разбираться. Вот бессовестная республика. Ни один кавказский народ не должен брать воспитание от Азербайджана. От Азербайджана только геи поет. Поет, гуляет, что только они не делают, заразы. Вот эта зараза, у них власть, вот эта зараза показывает, как будто это их мир. Заразный мир, короче. Поэтому я их называю Азербайджан. Не Азербайджан. Азар это так болезнь, короче. У них в одном тюрьме 3000 человек. Из них почти 1500 человек геи, блин, проститутки там, короче. Вот они разврат сеют там. А потом из-за европейцев, за богатых выдают замуж, короче, чтобы их заманить Азербайджан, как-то обмануть, кинуть, короче. Тьфу на вас, бессовестные. Великая хвала Аллаху Всемогущему, Всезнающему. Сегодня Содом, Гоморра – это есть Азербайджан, республика. Пока, прежде чем написать там мне, что вы мусульмане, Азербайджане, смотри, однополый брак, как подписал Гайдар Алиев, как поддерживает ваша республика, а потом скажи мне, вы мусульмане. У нас нету, у нас обычные традиции горцев. До сих пор у нас в сердцах это, старшие, младшие, уважать старших, младших. Мы живем по этим обычаям. А у вас этого тоже нету, бессовестные. Потому что вы в 1936 году было создано. Дальше у вас нет, родства нету, дальше вы появились, из болота вышли, появились, короче, да, вот так получается, без родственных связей. И тут говорит, Надир шах наш, шах был. А потом говорит, турки наш, сельджуки наш, не знаю на какую сторону, они всегда друг другом, и Турция, и Иран всегда воюют, и сегодня они друг друга ненавидят. Вы на какой стороне, не пойму я. На какую сторону вы поддерживаете? Если вы будете поддержать Турцию, считай, что вы поддерживаете НАТО. Если вы будете поддержать Иран, вы должны против Аль-Хамалиева говорить, если вы считаете себя верующими. Поэтому определись там. Прежде чем что-то писать мне, я, альхамдулиллах, мусульманин, верующий, который держусь за Аллаха крепче. А в ваших тюрьмах даже вы мне не давали намазы делать, вы у меня забирали коврики, Коран, все забирали. Вы меня держали только в ШИЗО все время, бессовестные. А сегодня вы говорите, лезгини, братья наши.
Блин, тьфу на вас, какие вы можете братья быть бессовестные, лезгины наши братья. Вы под лицемерие. Лезгины ваши братья не было бы, вы их не расстреляли бы там в тюрьмах, бессовестные. Пусть лезгины вас будет судить скоро. Пусть осудит вас полностью. Я вам устрою, что лезгин не мужчина, москвич не мужчина. Я вам это устрою скоро. За эти слова вы все будете отвечать. Я вам такую устрою. Ваши старики знают, кто такие лезгины. Дали лезгиляр, говорят, Баку. Весь Баку держат лезгины. Вот это будет держать скоро. Не будет там курдские мафии буянят, короче. Лезгины будет держать там весь Баку скоро. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.